Заключительное заседание перед выборами в органы местного самоуправления, которые пройдут в республике 8 ноября, открыл председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия. Он поблагодарил коллег за проделанную работу и отметил, что органы местного самоуправления остаются самыми близкими к населению. Хочу обратиться к жителям. Спасибо большое за доверие и требовательность. Продолжайте также спрашивать, предлагать, контролировать. Только так городское самоуправление останется нужным и живым. За годы работы 7-го созыва мы подтвердили одну достаточно простую истину. Местные власти остаются для горожан самыми близкими. От того, как работает дорога, поликлиника, детские сады, школы, транспорт, освещение на улицах, у людей складывается впечатление о доверии к власти в целом. И это очень важно подметить. Депутаты Сухумского горсобрания рассмотрели изменения в бюджет города. Предложение с изменениями было внесено главой администрации Тимуром Агарба. Как отметил начальник управления финансовой администрации города Алхас Лагвилава, корректировки связаны с увеличением выплат педагогам и медработникам. Кроме того, на 7 миллионов рублей увеличена смета из-за задолженности по оплате строительных работ за счет местного бюджета. То есть, если раньше преподаватели абхазского языка получали 1000 рублей доплату за счет местного бюджета, опять-таки это мы городской бюджет вытягивали, сейчас будет получать 6000, точно 5000 надо увеличить нам доплату преподавателям абхазского языка. Также преподавателям русского языка и литературы на 5000 увеличивается доплата, ее раньше не было, значит 5000 рублей надо будет оплачивать. И также за классное руководство раньше мы платили за счет местного бюджета 800 рублей, сейчас будет 1800 рублей, то есть на 1000 рублей надо увеличить тоже. Вот. Это все будет платиться, значит, абхазский язык или литература и классное руководство преподавателей будут получать за счет нашего бюджета местного, русский язык и литература преподаватели будут получать, там написали мы дальше, за счет субвенции с республиканского бюджета. Также к нам обратилось Министерство финансов, у них в планах есть увеличить до конца сумму субсидий на 28 миллионов 242 тысячи рублей для увеличения зарплаты по социальному блоку. Но в этом году мы только будем поднимать здравоохранение. Естественно, мы должны с вами это отразить в нашем местном бюджете. Следующим вопросом депутаты рассмотрели письмо главы администрации города об отзыве из состава избирательной комиссии по выборам в органы местного самоуправления и о включении новых представителей в состав комиссии. 15 из 19 действующих депутатов Сухумского городского собрания выдвинули свои кандидатуры на предстоящих выборах. Об этом на заседании сообщил председатель городской избирательной комиссии Алмаз Джапуа. Регистрация кандидатов была завершена. Должен известить городское собрание, что у нас 41 теоретический кандидат. Очевидно, сегодня будет комиссия собираться и голосовать. И те из них, у кого документы будут в абсолютном порядке, будут там завтра утром уже будут кандидатами. Из 41 человека, надо сказать, что 3 человека представлены партии. Партия представлена только одна, партия Ансахара, и 38 кандидатов инициативной группы, это самовыдвиженцы. Следующий вопрос, который депутаты собрания одобрили единогласно, касался изменений организации дорожного движения по улице Воронова, от улицы Ардзенба до улицы Аяйра, а именно возобновление двустороннего движения на этом участке дороги. Председатель собрания Дмитрий Осия отметил, что движение запущено в тестовом режиме уже несколько недель, и за это время на данном промежутке не было дорожно-транспортных происшествий. Общавшись со специалистами отдела безопасности дорожного движения, мы пришли к выводу, что надо попробовать возобновить там двухстороннее движение. И вот на уровне эксперимента двухстороннее движение уже действует порядка чуть менее 2 месяцев. Вот, и в принципе ни одной аварии с тех пор не было, потому мы сегодня вынесли данный вопрос на обсуждение, чтобы уже
зафиксировать принятие. Я надеюсь, больше к этому вопросу мы возвращаться в дальнейшем не будем. Завершилось финальное 60-е заседание 7-го созыва гимном Республики Абхазия. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.